С каждым годом на улицах страны растет количество людей с лишним весом. Борется с этой бедой каждый по-своему. Кто-то изнуряет себя диетами, кто-то бежит в тренажерный зал. Но мало кто заглядывает в корень проблемы. Очевидный ответ остается незамеченным – еда. Картошка фри, гамбургер и стакан колы. Для многих это теперь полноценный обед. Во Владикавказе за последние годы количество ресторанов быстрого питания выросло до 147. И это только те, что находятся на учете в Роспотребнадзоре. Только в прошлом году в республике было оштрафовано 39 объектов за различные санитарно-гигиенические нарушения на общую сумму в 58 тысяч рублей. Некоторые и вовсе были закрыты. Однако никто не дает гарантию, что они же потом вновь не открылись с теми же самыми нарушениями. Мы проверяем сырье, мы проверяем готовую продукцию и мы проверяем на наличие санитарных книжек, на соблюдение санитарно-гигиенических норм сам персонал тоже. Сырьем обычно проверяют на соли тяжелых металлов, на нитраты можем проверить, на радиологию проверяем. Готовую продукцию, чаще всего это качество термической обработки, то есть само это качество термической обработки соответствует или нет, то есть проварено, там, прожарено и так далее. Обязательно мы проверяем на микробиологию уже готовую продукцию. Очень часто, особенно вот в маленьких точках, я не говорю опять-таки о крупных, но в маленьких точках очень часто бывают реализаторы, которые не имеют элементарных санитарных книжек, у которых вообще там нету условий для соблюдения личной гигиены. Да? Ну вот, конечно, в таком случае человек может получить и отравление, и все. В США, на родине фастфуда, за последние 20 лет число случаев клинического ожирения среди молодых американцев выросло в 3 раза. Россия же занимает 4-е место в мире по потреблению фастфуда. 26% жителей страдают ожирением, еще столько же имеют избыточную массу тела. Северную Осетию эта беда не обошла стороной. Все больше людей страдает от лишнего веса. В первую очередь это студенты и дети. Самый распространенный вид нашего фастфуда – таук и шаурма. Систематическое потребление приводит к ожирению и хроническим заболеваниям. По официальной статистике, за несколько лет количество детей, пострадавших от вредной пищи, выросло в несколько раз. Многие продукты, из которых готовят фастфуд, прошли несколько этапов заморозки, что убивает все полезные вещества. Однако это еще не все. Как гастроэнтеролог я могу сказать, что вот эти продукты питания вызывают обострение различных заболеваний, причем серьезных заболеваний. Это хронические панкреатиты, в первую очередь, потому что идет большая ферментативная нагрузка на поджелудочную железу, которая не в состоянии вырабатывать такое количество ферментов, необходимое для того, чтобы расщеплять вот эти высококалорийные продукты. Гастриты, язвенная болезнь – это вообще номер один, когда вот они добавляют вот эти соусы, да, якобы томатные, в которых томата меньше всего, кстати, кроме вкусовых добавок. И, естественно, проблемы потом появляются с кишечником. Вот эти продукты бедны клетчаткой. Клетчатка, она вообще сохраняет чувство сытости в организме. А здесь его нет. То есть человек поел плотно, и через час он себя уже чувствует голодным. И он опять идет в очередной какую-то там забегаловку. Они содержат такие жиры, которые... Во-первых, они, скорее всего, добавляют дешевые заменители жиров, это маргарины. А маргарины содержат трансжиры. А трансжиры, они, во-первых, вызывают онкопатологию в большом количестве, да, и накопление жиров в организме вообще по сути. После употребления высококалорийной и вредной пищи необходимо применять специальные препараты, помогающие пищеварению. Самостоятельно организм справиться с такой нагрузкой не в состоянии. Наша редакция посетила лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, чтобы посмотреть, как проходит процесс проверки продукта на качество. Основной момент – выявление количества соли тяжелых металлов – свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. Чтобы распознать их, продукт должен пройти специальную обработку и ряд химических процедур. Смотрим, если превышает ПДК, что такое ПДК, знаете же? Это предельно допустимые концентрации, которые мы ежедневно принимаем и вред человеку не приносит. Знаете, вот эти ПДК. Если он бывает, допустим, выше этого нормы, мы тогда берем и уже каждый нам должны, кто этот, допустим, гамбургер делал, принести эту булочку, принести этот томат, принести ту же мясо и отдельно уже найти, где именно это идет превышение. Свежее мясо, хлеб, сыр, помидоры, огурцы, салат. Из всей этой полезной пищи у нас получается вот такой продукт. Мясо, которое прошло двухразовую заморозку, картофель, который жарили неоднократно, использован на масле, овощи покрыты соусами, которые маскируют утраченный вкус.
Готовьте себе и своим детям самостоятельно. Лучше в сутки тратить час на приготовление, чем потом годы на лечение. А вот что по этому поводу думают жители нашего города. Скажите, пожалуйста, как вы к фастфуду относитесь? Отрицательно. Да? Да. А почему? Химия. Не любишь? Да как, когда очень голодно, кушаем, когда нет, то идем домой. Плохо. Ну, потому что это здоровью вредит. С точки зрения здорового образа жизни это очень вредно и вообще несовместимо с ним. Ну, сейчас не очень. Сильно желудок портит. Ну, если не каждый день, то можно. Хорошо. Плохо. Не кушаете? Это вредно. Нормально. Ты кушаешь? Да. Не очень. Вообще никак. Не кушаете сами? Не кушаем, но очень Я не редко. кушаю. Хорошо. Сам кушаешь? Чуть-чуть. Нормально. Кушаете сами? Да. Это же вредно. Ну и что? Нет. Плохо. Очень вредно, я за здоровое питание, за здоровый образ жизни. Очень хорошо. Ты сам кушаешь? Да. Плохо очень. Ты кушаешь? Да. Я не кушаю эту гадость. Вредно. Надо естественными продуктами питаться. Как ты к фастфуду относишься? Плохо. Сам не кушаешь? Нет. Может, это и вредно, но много чего в этой жизни вредно. Как бы тут нельзя говорить, что фастфуд это что-то отдельно выдающееся, очень вредное по сравнению с тем же. У нас воздух тоже вредный. У нас все-таки электроцинк еще есть. Отвратительно. Не кушаете? Нет. Не любишь? Не кушаешь? Нет, мы запрещаем. Я бы не советовал вообще его есть, потому что детей я наблюдаю это ежедневно в Москве, как молодые дети не говорят там какую-нибудь здоровую кухню, они именно говорят, поехали в Макдональдс, там неважно, да, вот в эти фастфуды. Они очень сильно влияют. Я сам был свидетелем, как детей в больницу завозили с какими-то пищевыми отравлениями, именно говорили, что это из-за фастфуда. Стоит употреблять фастфуд или нет, каждый решает сам. Сабина Лаборова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Евгений Маркин, Осетия ТВ.